Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Коротко о главных темах выпуска. Режим повышенной готовности по коронавирусу сохраняется в Якутии. Хирурги-офтальмологи из Якутска проводят операции в Алданском районе. Строительство новых многоэтажных домов планируется в Ленске. Как проходит реализация программы переселения из ветхого и аварийного жилья? Акция «Природа и мы» стартовала в Нерюнгринском районе. В рамках нее пройдут экологические мероприятия. Первенство республики по мини-футболу проходит в Якутске. Будут разыграны 6 путевок для участия в 8-х спортивных играх народов Якутии. В Якутии продолжает действовать режим повышенной готовности по ковиду. Об этом в ходе заседания Республиканского оперштаба по недопущению завоза и распространения COVID-19 с главами районов заявила вице-премьер правительства региона Ольга Балабкина. Она отметила повышение распространения коронавируса в ряде районов республики. За минувшие сутки коронавирусом заболели 330 якутян. Я обращаю внимание, что режим, масочный режим, он строгий режим масочный. Его никто не снимал. И, соответственно, история с социальным дистанцированием, она остается. И ведь именно благодаря масочному режиму нам удалось во многом снизить и количество вообще в целом зараженных на территории республики и заболевших новой коронавирусной инфекцией. Поэтому все-таки я сегодня призываю предпринимателей. Масочный режим, социальная дистанция не является мерой, которая бы каким-то образом ограничивала предпринимательскую деятельность. Это лишь только правило, так сказать, элемент одежды, по сути, да, элемент безопасности, но элемент безопасности в том числе и предпринимателей. Бригада офтальмологов и хирургов Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы проведет выездные операции по удалению катаракты в Алданском и Нерюнгринском районах. Сегодня врачи начали работу в Алдане. Пациенты прошли предоперационный осмотр. Татьяна Вахнина с подробностями. Виктор Абрамов ожидает приглашения в офтальмологический кабинет на предоперационный осмотр. Завтра Виктору предстоит удаление катаракты. Операции будут производить специалисты Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. Конечно, очень хорошо. Столько людей ждут. У меня я-то не я делаю операцию, а мужу. Второй глаз уже будет делать. Врачи приезжали в позапрошлом году. Очень хорошо. Скоро остроту утраченного зрения вновь обретут порядка 80 жителей Алданского района. Предварительно пациенты сдали анализы и прошли обследование, включившие консультации специалистов, а также ПЦР-тест. Офтальмохирургические операции пройдут на базе больницы города Томот. На базе Томотской городской клинической больницы подготовлено 45 коек, предоставлено. Это дневной стационар и круглосуточный стационар. С нами работают местные специалисты при отборе пациентов. И, конечно, они с нами работают и занимаются подготовкой. Выездные вмешательства республиканские специалисты проводят регулярно. Алданская ЦРБ сотрудничает с Якутской республиканской офтальмологической клинической больницей на постоянной основе. Оказание помощи на месте снимает многие сложности, с которыми неизбежно сопряжен выезд в крупные медицинские центры. У меня правый глаз, катаракта. Пригласили на операцию. Это очень хорошо, что приезжает к нам в Алданский район. Нам не надо далеко ездить, меньше забот. Вмешательства будут осуществляться в режиме дневного стационара. Операции по удалению катаракты проводятся посредством ультразвука. Процесс занимает не более получаса. Состоит работа в том, чтобы сначала их отобрать, посмотреть, заполнение всей документации, беседы с пациентами. И на следующий день мы их берем в операционный зал. Операция состоит в удалении, оперативное лечение по поводу факоэмульсификации катаракты с имплантацией линзы искусственной. Доставку пациентов в Томот организует Алданская центральная районная больница. На следующий день после операций пациенты смогут отправиться домой, а через неделю им необходимо будет явиться на контрольный осмотр в поликлинику. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан.
Первая в этом году ярмарка здоровья, организованная Якутской республиканской клинической больницей, состоялась в столице республики. Провели ее специально для учителей школы номер 5. Такие мероприятия не только экономят время, но и дают возможность своевременно выявить и предупредить то или иное заболевание, отмечают медицинские работники. На ярмарке побывала и Лидия Гасанбалаева. Такие ярмарки очень полезные, так как в первую очередь экономят время учителей. Ярмарку здоровья в школе номер 5 планировали провести еще в прошлом году, но ввиду карантинных ограничений ее переносили. И вот сегодня узкоспециализированные врачи провели осмотр педагогов. Наши учителя, они сейчас, учителя и вообще коллеги, наши сотрудники, они проходят медосмотр. Это мероприятие, ну, оно для нас очень хорошо, для нас оно очень важно на самом деле, да. Мы рады, благодарим Николая Николаевича. И наши учителя и коллеги, конечно, тоже очень положительно относятся к этому мероприятию. Главная цель этой ярмарки – максимально охватить большое количество населения профилактическим осмотром, не бегая в больнице из кабинета в кабинет. Не нужно записываться, ждать определенного периода времени, например, следующей недели через месяц, а прийти, зайти в нужный кабинет и получить нужную информацию от нужного врача. На ярмарке приняли участие 8 узконаправленных специалистов – эндокринолог, офтальмолог, гинеколог, гастроэнтеролог и другие. Всего в мероприятии проверить свое здоровье во время каникулярных дней подошли порядка 50 работников школы. Вот такие ярмарки наша больница, Якутская республиканская клиническая больница, проводит регулярно. Мы проводим в основном в учебных заведениях, также проводили в Дворце детства для жителей города Якутска, в спортивном комплексе «Триумф» и так далее. На ярмарке здоровья обязательно нужно ходить, потому что любой человек каждый год должен проходить профилактический осмотр своего здоровья, чтобы своевременно выявить возможные серьезные заболевания. Лидия Гасанбалаева, Джулус Иннокентьев, Якутск. Новые стройки появляются на карте Ленска. Уже вовсю готовятся будущие площадки под возведение многоэтажных домов в рамках реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. А также незавершенные строительства имеют возможность все-таки выполнить свою функцию. Анна Кожевникова побывала на местах будущих жилых кварталов города. Новые высотки для Ленска стали уже не в диковинку. Ленчане привыкли видеть то там, то здесь оперативно развернутые стройплощадки. Но с удовольствием и любопытством наблюдают за растущими многоэтажными махинами, заглядывают в новые жилые кварталы, засматриваясь на искусно подобранную архитектурную концепцию. Особенный интерес к новым многоквартирным домам проявляют их будущие жильцы, участники программы переселения. Ведь это жилье возводится для них. Ближайшая стройка уже намечена. На сегодняшний момент мы ведем проектирование нового жилого комплекса из 4 девятиэтажных дома в 66-м квартале. Идет сейчас отвод земельного участка, но пока в начале реализации, как бы сказать, сложно, потому что контракты еще по данным объектам не заключены. Строительная компания «Три семерки» готова приступить к возведению домов, но пока определяются лимиты по реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья на ближайшие годы на уровне правительства Якутии. Та же ситуация и у второго застройщика Республиканского ипотечного агентства. Они будут строить в квартале улиц Орджоникидзе, Якутская, Пролетарская, Чапаева. Вот этот весь квартал будет снесен, мы там планируем, вот как раз по улице Орджоникидзе, 2 дома еще у нас в плане есть. Начало строительства, по всей видимости, на будущий год или сегодня, в этом году осенью начнем. Документация готовится, значит, по дому, тот, который брошенный фундамент после наводнения, это в районе кинотеатра «Юности». Ну, пока я не готов сказать, что они его начнут в этом году, не начнут, но такие работы подготовительные сейчас проводятся. Ну, решается на уровне правительства. Этот захороненный фундамент многоэтажного дома, популярная точка сбора подростков, может обрести вторую жизнь и стать уютным жильем в самом центре Ленска для участников программы переселения, при условии, что на республиканском уровне будет принято положительное решение о возобновлении строительства, на что очень надеются ленчане. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Якутия приступает к выбору победителей конкурса на разработку мастер-плана города Якутска. Под председательством первого вице-премьера региона Кирилла Бычкова презентовали исследования комплексного потенциала развития столицы.
В крупном документе презентации показали анализ приоритетов развития Якутска, оценили социально-экономические, демографические, историко-культурные и иные предпосылки роста города. Все это поможет участникам конкурса при разработке мастер-плана выявить потенциальные возможности и ограничения комплексных изменений столицы. Напомним, по итогам Восточного экономического форума прошлого года в Якутии разрабатывают комплексные мастер-планы для 2 городов – Нерюнгри и Якутска. Буквально завтра будут определены 3 финалиста нашего конкурса. Конкурс всероссийский. Завтра первое заседание жюри, председателем которого является Айсан Сергеевич Николаев. Мы выберем 3 команды, и до июля уже начнется предметная работа. Поэтому сегодня особенно важное мероприятие, когда оператор конкурса, наши коллеги с Агентства стратегического развития «Центр» представляют презентацию комплексного исследования градостроительного потенциала города Якутска. То есть полностью все сведения, вся информация собрана, и она будет предоставлена разработчикам для того, чтобы получить хороший объемный материал. Временное ограничение движения транспортных средств будет организовано по улице Каландрашвили в Якутске. Это связано с плановой заменой газопровода низкого давления. Так, с 8 часов утра 1 апреля до 23 часов 15 апреля будет закрыт участок от улицы Аюнского до улицы Каландрашвили. Маршрутные автобусы номер 2, 15 и 19 будут осуществлять движение согласно разработанным схемам объезда. Третий форум транспортной системы и дорожной инфраструктуры Крайнего Севера начал работу в автодорожном факультете Северо-Восточного федерального университета. География форума широкая, представлены 16 университетов и 4 научные организации из 5 стран. Форум посвящен 15-летию учебного подразделения. На нем собрались представители власти, заказчики, предприятия дорожного хозяйства и транспорта, учреждения науки и образования. Работа пройдет в 4 секциях: наука и образование, логистика и экономика транспорта, эксплуатация автомобильного транспорта, альтернативный транспорт и дорожная инфраструктура. В этом году форум посвящен 15-летию автодорожного факультета Северо-Восточного федерального университета. В целом автодорожный факультет играет огромную роль в социально-экономическом развитии региона, потому что все-таки дорожный транспорт, дорожная инфраструктура, логистика, экономика транспорта – это очень такие серьезные вещи, которые ощущает на себе каждый человек, в том числе в нашей республике, учитывая удаленность нашего региона. Библиотека «Созвездие» в Якутске открыла сектор электронных услуг. Это оснащенный кабинет, в котором с помощью сотрудников библиотеки можно оформить электронные документы через портал госуслуги и Е-Якутия и направить в необходимое учреждение. В 2019 году этот пилотный проект был успешно запущен на базе Национальной библиотеки республики. А уже в этом году такие же сектора откроются и в других библиотеках. Также стоит отметить, что открытие сектора прошло в рамках празднования столетия ЯССР и 10-летнего юбилея библиотеки. Так, юбилейные мероприятия завершатся 22 апреля фестивалем Open Space на базе самой библиотеки. Вообще, в прошлом году было заключено трехстороннее соглашение между централизованной библиотечной системой, многофункциональным центром «Мои документы» и Национальной библиотекой Республики Саха-Якутия об открытии секторов электронных услуг на базе библиотек. Наши сотрудники прошли стажировку, обучение и будут помогать заявителям подавать заявления на получение пособий, льгот, выплат. Получить образование по самым высоким стандартам, чтобы стать конкурентным и востребованным специалистом. Об этом мечтает практически каждый школьник нашей республики. И в настоящее время появляется все больше инструментов для получения качественных знаний, независимо от места проживания. Подробности у нашего корреспондента Ивана Лазаренко. Развитие и совершенствование образовательных систем и повышение доступности к образовательным процессам в отдаленных населенных пунктах. Именно такая приоритетная задача поставлена сейчас и перед региональными властями, и перед профильными министерствами и общественными институтами страны. Расширенное заседание комиссии по развитию науки, образования и патриотическому воспитанию Общественной палаты республики прошло сегодня в столице региона. Открывая заседание, председатель комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты России Наталья Кравченко отметила приоритетную важность этой работы.
Но вы знаете, ключевой принцип Министерства образования обеспечить равенство образовательных возможностей, единую образовательную среду, но очень бы не хотелось, чтобы это единство было по нижней планке. Очень хочется, чтобы те ребята, которые способны быстро развиваться, имели эти возможности. И очень хочется, что те ребята, которые в силу каких-то особенностей их просто жизнедеятельности, да, не были лишены возможностей. Здесь часто на помощь приходят дистанционные технологии. Во время своего визита Наталья Кравченко встретилась с педагогами и учениками Международной арктической школы, где сосредоточены как самые современные методы и технологии в общеобразовательном обучении, так и успешно реализуются дополнительные образовательные программы. Так, в школе есть свой собственный класс робототехники. Ребята с интересом осваивают технологии виртуальной реальности и изучают космос в собственном планетарии. Сейчас очень много семей, они именно ищут для своих детей какое-то современное образование. Не просто школьные предметы, да, не просто узнавать через телефон, через такое семейное радио, где хорошие учителя работают, но и их интересуют какие-то новые кружки, технологии, которые могут дети получить, которые им помогут в жизни и которые тоже являются очень важными для того, чтобы стать успешным. Как отмечают специалисты, в настоящее время наблюдается тенденция к появлению новых экспериментальных направлений и программ в школьном образовании, как со стороны государства, так и со стороны частного образовательного бизнеса. И главная задача – как можно эффективнее массово внедрить в образовательный процесс самые передовые практики и технологии. Образование – одна из тех сфер, которая сегодня вынуждена очень стремительно развиваться, несмотря, многие специалисты говорят, на инертность, которая присуща этой области. И я вижу много разных таких смелых проектов, и сейчас время, когда нужно пробовать. Цена ошибки и цена того, что ты не дал возможности попробовать, она несопоставима. Лучше начать, потом скорректировать в случае, если что-то не получилось. Большинство прогрессивных сегодня в России школ по ходу корректируют свои программы, что-то меняют в подходах, вместе с тем очень динамично развиваются. Много частных школ, которые являются полигонами для каких-то апробации смелых инициатив, и дальше готовы это предлагать массовой школе. Отметим, это первая на Дальнем Востоке арктическая школа международного уровня. Учебный процесс в ней ведется на 3 языках – на якутском, русском и английском, в том числе и с носителями языка. Детей обучают лучшие учителя, которые заранее прошли специальные курсы повышения квалификации. Иван Лазаренко, Григорий Охлопков, Якутск. Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» подвели на базе Малой академии наук в Хангаласском Улусе. В финал прошли более 50 школьников с разных районов республики. Они подготовили свои научные проекты и защитили их перед экспертной комиссией. Больше всего проектов было представлено по направлениям агропромышленной и биотехнологии и новые материалы. В итоге эксперты определили 5 победителей и 12 призеров. В числе 5 лучших значится Константин Заморщиков, ученик Улаханской средней школы Хангаласского Улуса. Стартовал этот конкурс еще с 10 ноября 2021 года. И завершается он заключительным этапом в середине мая, потому что нашим победителям и призерам еще предстоит собеседование с экспертами фонда «И талант, и успех». Мы надеемся, что наши победители и призеры достойно представят нашу республику в проектной смене в июле месяце в образовательном центре «Сириус». Родители выпускников амгинских школ сдали единый государственный экзамен в рамках всероссийской акции. В этом году экзамен прошел по математике на базе Амгинской средней общеобразовательной школы номер 2. Участие приняли около 10 родителей. Они прошли через все процедуры экзамена. Мероприятия акции проходят во всех муниципальных образованиях республики. К нам сегодня подошли родители выпускников из школ Амгинского лицея, первой школы и школы номер 2. Сдают по математике. В прошлом году было по русскому языку, а нынче родители сдают по математике базового уровня.
Это те же аналогичные задания, которые будут предоставлены выпускникам школ. 16-я республиканская экологическая акция «Природа и мы» стартовала в Нерюнгринском районе. Она посвящена Году культурного наследия народов России в Российской Федерации и Году матери в Якутии и Нерюнгринском районе. Акция продлится до 22 октября. Каждый ее участник понимает необходимость сохранения нашей уникальной природы. К участию приглашаются все жители района, включая специалистов в области охраны окружающей среды и природопользования, представители учреждений образования, науки, культуры, природоохранных структур, общественные объединения, студенты, дети школьного и дошкольного возраста. Согласно датам экологического календаря, на летний период запланированы такие мероприятия, как подкормка птиц, День воды, День земли, День эколога, а также субботники. Активное участие принимают в основном дети, школьники, а также организации, предприятия Нерюнгринского района. Нерюнгринская ГРЭС, Колмар, Якутуголь, флагманы района. В детских садах и школах активно развиваются экологические движения. Это эколята и зеленые пионеры. Дети – это самые активные участники данной акции. В Якутске состоялась презентация 2 книг, изданных отделением Русского географического общества. Мероприятие было приурочено к столетию ЯССР. Автором книги «Герой русско-японской войны» священник Алексей Оконешников является кандидатом исторических наук Мария Старостина. В ее книге раскрывается жизненный путь героя-священника русско-японской войны, сына якутского народа Алексия. По словам автора, подвиг и служба священника как героя и патриота России могут послужить примером для молодого поколения. Вторая книга под названием «За веру, царя и отечества. Участие якутян в Первой мировой войне» была написана под руководством Александра Куприянова. В этой книге автор предпринял попытку раскрыть перед читателями истинные причины возникновения Первой мировой войны, а также наиболее полно представить сведения об участии якутян в этой войне. Обе книги можно приобрести в магазине исторического парка. Мы презентуем сегодня книгу «За веру, царя и отечества». Это очень долгий и большой труд. Мы в течение 10 лет собирали материал. Вот эту идею, нашу идею предложил бывший председатель ДОСАВ Республики Черных Сергей Георгиевич. И мы, когда эту работу начали, мы поняли, что работа очень такая широкая и глубокая. Мы сначала начали с Покровска, потом расширили до Хангаласского улуса, а потом еще добрались до и Республики Саха-Якутия. «Жизнь мгновения, охота вечна». Так гласит девиз научно-популярного журнала охотников и рыболовов «Баянай», который выходит в свет вот уже более 20 лет. Сегодня в честь юбилея журнала в Якутске в Доме Арчи собрались руководители министерств и ведомств, охотники и общественность. Название самого журнала символично и полностью передает его смысл и содержание. «Баянай» – по-настоящему народный журнал, где публикуются истории и рассказы самих читателей. Все они прописаны призывом к бережному отношению к родной природе. Для многих из них журнал стал настоящим другом и спутником, без которого они не представляют свою обыденную жизнь. В честь юбилея сегодня поздравили писателей, работников редакции журнала, вручили благодарственные письма. Журнал «Баянай» выходит на якутском и на русском языках. Журналу «Баянай» 20 лет, уже как-то не верится, так быстро пролетели 20 лет. Целое поколение выросло на этом журнале. И решили в следующем году в электронном варианте выходить, да, в ногу. Потому что сейчас в основном читают пожилые люди, да. У нас тираж доходил до 8 тысяч экземпляров, подписка была до 4,5. Но я надеюсь, если журнал выйдет в электронном варианте, мы надеемся, что читателей прибавится. Летом в Усть-Алданском улусе пройдут 8-е спортивные игры народов республики. И уже сейчас сильнейшие спортсмены Якутии борются за заветные путевки на эти соревнования. Нешуточные страсти разгорелись в спортивных залах детско-юношеской спортивной школы номер 4 и Дворца спорта 50 лет Победы. Именно там проходят игры чемпионата республики по мини-футболу, на которых разыгрывается 6 путевок на игры народов республики. Александр Хавренко побывал на соревнованиях.
Мини-футбол – один из любимых видов спорта якутян. Об этом можно судить хотя бы по количеству команд, которые приехали принять участие в чемпионате республики по мини-футболу. 28 футбольных дружин съехалось в столицу, чтобы побороться за заветные путевки. Приехало 28 команд, играют в 2 залах. Количество команд очень большое, поэтому даже залов не хватает. Играют в 50 лет Победы и в детской спортивной школе номер 4. Команды поделили на 9 групп, и победители групп выходят дальше играть в одну восьмую. Ну и все, и 6 команд отберутся уже на эти игры по окончанию чемпионата республики. Заветную путевку на игры мечтает завоевать и команда из Оленька. Даже в таком далеком районе энтузиасты создали мини-футбольную команду и при этом показывают неплохие результаты. Тем более, что тренерская работа в команде практически семейная династия. Команду собрал Владимир Федоров, отец нынешнего тренера сборной Оленька Прокопия Федорова. Сколько себя помню, есть сборная Оленька, и сейчас уже я тренирую и играю за сборную Оленька. Я начал в 2008 году, собрал с 6 класса и до сих пор с ними играю, там половина команды. И сейчас у нас команда на хорошем уровне, и можем уже побороться, грубо говоря, за хорошие места. Игры чемпионата продлятся до 3 апреля. Тогда мы и узнаем те 6 команд, которые выйдут в финал и встретятся на площадке 8-х спортивных игр народов Якутии. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск. На этом все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.